Сәлеметсіздер ме? Қош келдіңіздер. Менің атым Дидар Қапанқызы. Я веду канал для изучения казахского языка. Это 13-й урок. Тема урока – отрицательная форма глагола и вопрос «қашан» – когда. Цель урока – научиться образовывать отрицательные предложения в повелительной форме и правильно отвечать на вопросы, обозначающие время. В начале урока предлагаю познакомиться с фразами пожелания. Құттықтаймын. Поздравляю. Құттықтаймын. Құтты болсын. Поздравляю. Дословно пусть будет благим. Всех благ. Құтты болсын. Сәттілік. Удачи. Сәттілік. Сәттілік тілеймін. Желаю удачи. Сәттілік тілеймін. Пользуйтесь фразами и поднимайте друг другу настроение. Переходим к основной теме. Вопрос «қашан?» Когда? Давайте вспомним фразы «Қайырлы таң», «Қайырлы күн», «Қайырлы кеш», «Қайырлы түн». Если помните, здесь слова «таң» означало утро, «күн» – день, «кеш» – вечер, «түн» – ночь. Эти слова мы сейчас будем использовать, чтобы ответить на вопрос «қашан?». Внимательно слушаем и повторяем. Таң, таңертең. Таң, таңертең. Түс, түс. Түсте, түсте. Күн, күн. Күндіз, күндіз. Күнде, күнде. Кеш, кеш. Кеште, кеште. Түн, түн. Түнде, түнде. Как вы заметили, чтобы ответить на вопрос «қашан», мы к этим словам добавили окончание «да», «де», «та», «те». Это местный падеж. Мы с вами отвечали на вопрос «кімде», «қайда». Теперь плюс еще «қашан», «когда». Как видите, эти окончания довольно часто встречаются. Давайте еще раз повторим эти вопросы и ответим на них. Кімде? Балада. Кімде? Менде. Қайда? Далада. Қайда? Үйде. Қашан? Түсте. Қашан? Түнде. А теперь отрицательная форма глагола. Как образуется отрицательная форма глагола? Схема проста. Глагол плюс отрицательные суффиксы ма, ме, ба, бе, па, пе. Знакомы? Да, такие части мы добавляли, когда образовывали вопросительные предложения. Но в данном случае эти части уже играют другую роль и называются отрицательными суффиксами. Обратите внимание на таблицу. Примеры. Если отыр садись, отырма не садись. Тұр стой, тұрма не стой. Отырыңыз садитесь, отырмаңыз не садитесь. Тұрыңыз стойте, тұрмаңыз не стойте. И так далее. А теперь отрицательная форма во множественном числе. Здесь после отрицания идет
окончания, которые указывают на лицо, а дальше множественные окончания. Обратите внимание на таблицу. Примеры. Отыр, ма, ың, дар. Отырмаңдар. Отырмаңдар. Отыр, ма, дар. Отырмаңыздар. Отырмаңыздар. На русском языке это будет звучать одинаково. Вы не садитесь, вы не стойте. А на казахском языке, как вы уже поняли, имеет отличие. В первом случае сендер отырмаңдар – это обращение на «ты» во множественном числе. А сіздер отырмаңыздар – это вежливое обращение во множественном числе. Еще примеры. Сендер тұрмаңдар. Сіздер тұрмаңыздар. Сендер жатпаңдар. Сіздер жатпаңыздар. Сендер жүрмеңдер. Сіздер жүрмеңіздер. А теперь давайте выполним упражнение. Я называю слово, вы добавляете отрицательные суффиксы, а где надо и множественные окончания. Я называю слово, вы можете поставить на паузу, подумать, написать, а потом проверить. Сен тұр. Сен тұрма. Сен кел. Келме. Сендер жаз. Да, это множественная форма, значит сендер жаз баңдар. Жаз баңдар. Сіз бар. Бармаңыз. Сіз жат. Жатпаңыз. Сіздер сөйле. Сөйлемеңіздер. Сен жүр. Сен жүрме. Сен бол. Болма. Сендер ойна. Сендер ойнамаңдар. Ойнамаңдар. Сіз күт. Күтпеңіз. Сіз отыр. Отырмаңыз. Сіздер істе. Істемеңіздер. Сіздер істемеңіздер. Надеюсь, вы справились. Жарайсыздар. А теперь учимся составлять предложения, используя эти глаголы в утвердительном и отрицательном формах. Показываю образец. Сен, таңертең, мектеп, бол. Из данных слов надо составить предложение. Сен, таңертең, мектепте, бол. Здесь к слову мектеп мы добавили мектепте, потому что это в школе. Ты утром будь в школе. А если в отрицательной форме, тогда будет сен, таңертең, мектепте, болма. Еще один пример. Слова сіз, түс, жұмыс, бол. Предложение. Сіз түсте, жұмыста болыңыз. Здесь, кроме слова «сіз», ко всем словам добавили окончание. Почему? Потому что слово «түсте» отвечает на вопрос «қашан». Когда? Түсте в обед. Жұмыста отвечает на вопрос «қайда?» Где? Жұмыста, на работе. И болыңыз, потому что это вежливое обращение. Получилось сіз түсте жұмыста болыңыз. Вы в обед будьте на работе. А насчет порядка слов в предложении здесь особых сложностей нету. В разговорном могут быть любые варианты. А если по правилам, то
Глагол находится в конце, а рядом с глаголом находится то слово, которое является важным в этом предложении. Это как? Например, если важно быть на работе, то предложение будет таким. Siz түсте жұмыста болыңыз. А если важно быть на работе в обед, то siz жұмыста түсте болыңыз. А если важно быть на работе именно вам, а не кому-нибудь другому, то будет так. Түсте жұмыста siz болыңыз. Вот и все. Для закрепления предлагаю самостоятельную работу. Составьте предложение с данными словами. Можете попробовать любые варианты. С некоторыми из них можете поделиться с нами. А я заканчиваю урок. Сәттілік тілеймін. Желаю удачи. Сау болыңыздар.